Эта кукла – единственное, что осталось у Анны Бабковой. Поделки ручной работы долго дома не задерживаются. Многодетная мама успевает и за детьми присмотреть, а их у нее трое, и заниматься любимым делом. Изготовление кукол – это не только творчество, но и семейный доход. О своей творческой мастерской Анна задумывалась давно, но долго не решалась, не хватало знаний, как сделать первый шаг. Находясь в декрете, я увидела рекламу по обучению вот таких прекрасных кукол. Мне сразу захотелось научиться изготавливать самой такую красоту. Прошла обучение, потом увидела проект «Мама-предприниматель» и в сентябре этого года подала заявку, отучилась и заняла там 2-е место. И благодаря вот этой программе я смогла реализовать свою мечту, открыть творческую мастерскую по созданию кукол. И теперь ко мне приходят и женщины, и девушки, и девочки нашего города, и вот создают вместе со мной такую красоту. Что вообще вам дало участие в программе? Научили, как создавать бизнес-план, научили разбираться в вопросах по налогам. Я вот не побоялась уже стать самозанятой. А это центр приема вещей «Родник». Сюда приносят одежду, обувь и даже книги. Взамен забирает себе что-то нужное. Каждая вещь получает новую жизнь. Мы стали победителями регионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес», выиграли поддержку группы ВКонтакте и сейчас вот взаимодействуем с моим бизнесом, и наша группа будет лучше. Проект заключается в том, что мы принимаем ненужные вещи. Таким образом помогаем людям и помогаем природе. Ненужные вещи мы перераспределяем, они находят новых хозяев. Какие-то вещи идут на помощь нуждающимся, какие-то идут в благотворительные магазины, приютам для животных помогаем, больницам, госпиталю от ветеранов помогаем. За 3 года «Родник» расширился. Сейчас вещи принимают в 3 точках, а еще стали делиться с волонтерами. Отдают им верхнюю одежду, из которой они шьют необходимые вещи нашим бойцам. Мы собрали для вас немного пальто, нитки для вязания, джинсы тепленькие на перешивку. Это очень хорошо. И с пальто мы сейчас планируем шить душегрейки. Это такие же жилетки, только немножко они поплотнее и потолще, потеплее. А нитки будем носки, жилетки тоже вязать. Вот этот процесс продолжать будем, как и раньше. И варежки, да, вы продолжаете шить? Рукавицы нет, носки. Носки теперь? Да, носки, рукавицы мы шьем. Да, хорошо. Тоже из драповых пальто. Владислав Дуанов тоже получил информационное сопровождение в социальных сетях. Его фирма занимается промышленным альпинизмом, выполняет работу по высотному строительству и очистке крыш от снега. При поддержке центра «Мой бизнес.коми» мне оказали услугу по созданию сайта, с помощью которого моя организация получила партнеров в Республике Коми новых, а также огласку в интернет-ресурсах. В 2023 году поддержку в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» получили почти 4000 предпринимателей региона. На уровне республики действует комплекс мер – субсидии, гранты, различные льготы на реализацию бизнес-проектов. Это мотивирует. Ежегодно количество самозанятых и открывающих свое дело только растет. Татьяна Супряткина, Владислав Кульчицкий, Артем Соколов, телеканал «Юрган».